Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и ежедневно рассказывать вам о ярких событиях столетней истории ТССР. 27 февраля 1930 года в Татарском Камаловском театре была премьера. Публике представили оперу Султана Габаши «Рабочий». Это произведение Сания, первой национальной оперы, получившей высокую оценку в европейской прессе. В этот день, в 1955 году, радиолюбители организовали в Казани малый телевизионный центр. Первая трансляция – художественный фильм «Большой вальс». В списке городов СССР, в которых появился телецентр, Казань оказалась четвертой после Москвы, Ленинграда и Киева. Через несколько лет начал работать большой государственный телецентр. А мы возвращаемся к событиям этого дня и сегодня в выпуске. Первое в России судно, которое будет плавать на газу. Это новые заказы, это новая экология. Как сегодня закладывали его корпус в Зеленодольске, где оно будет плавать в будущем, расскажет Салават Мухаммадуллин. Когда выгодно стать банкротом. Сокращение доходов населения недопустимо. Почему Росдолжников так беспокоит арбитражных судей? Чем грозит эта проблема? Узнавала Зарина Ахметова. В Татарстане растет количество лосей, моралов и косуль. Коллеги, численность косули в республике, мы считаем, должна быть в разы выше. Итоги года Госкомитета по биоресурсам. Как дела у фауны Татарстана, расскажет Вероника Гайнудинова. В малой деревне за большим бизнесом. Более 30 человек уже подали заявку на участие в данной программе. Как программа агростартапов помогает начинающим фермерам, знает Наталья Мезина. Библиотека нового поколения. Новое время требует новых изменений. Как Татарстан делится опытом реализации национальных проектов, расскажет Рамиль Галиулян. Первый в России теплоход на сжиженном природном газе. Сегодня его корпус заложили на Зеленодольском заводе имени Горького. Дал старт началу строительства «Чайки» Рустам Минниханов и руководство «Газпрома». Предварительно судно будет курсировать из Казани. Узнал, почему приоритет газу, и увидел первые шаги новой истории судостроения Салават Мухаммадуллин. Повидавшие пассажиров за корпусом сотни тысяч километров. Это экскурсионные судна в республике. Нет, их состояние постоянно поддерживается, но скоро они смогут сбросить якорь. Первым на замену выйдет прогулочное судно «Чайка». Сегодня в Зеленодольске заложили его корпус. Главная особенность – теплоход будет работать на сжиженном природном газе. Это новые заказы. Это новая экология, это, не секрет, что состояние наших речных морских судов, особенно для пассажиров, они не соответствуют тем современным требованиям. Это будет современнейшее судно. А еще это экономия. Теплоход – первое в России пассажирское судно с такими характеристиками. Может быть, действительно, это новая эпоха, абсолютно другая эра развития и судостроения как такового, и туристического бизнеса. Это характеристики будущего теплохода. Особенно здесь впечатляет вместимость 170 пассажиров и дальность плавания сразу 400 километров. И это учитывая, что по планам судно будет выполнять только экскурсионные и прогулочные рейсы. Предварительно, возможно, Казань-Свияжск. Судно может проходить под низкими мостами, например, под Кировским в Казани. Мы его и проектируем, мы его и строим. И с этой трибуны хотел бы вас заверить при всем коллективе, что мы справимся с этой задачей. И в 2020 году вы увидите этот корабль. Раньше о таком и мечтать не могли, говорит Абдулазян Идиатулов. Ветеран завода, труженик тыла, сегодня получил медаль 75-летия Победы. Ваши бурные аплодисменты. Я себя очень хорошо чувствую. Пенсию я получаю хорошую, семья у меня хорошая, есть у меня сын 70 лет и дочь уже 46. Эта закладка обещает быть исторической и стать первой ласточкой в стае чаек на Зеленодольском судостроительном. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольск. И сегодня на Зеленодольском заводе специальная рабочая группа обсудили развитие газомоторного топлива в стране. Рустам Минниханов отметил, Татарстан совместно с «Газпромом» активно развивает проекты в этом направлении. Напомним, Татарстан – пилотный регион по внедрению технологий и развитию рынков сжатого и сжиженного газа.
Когда невозможно платить по счетам, в Татарстане растет количество банкротов, как юридических, так и физических. Рустам Минниханов сегодня назвал недопустимым невыплату долгов по заработной плате при процедуре банкротства. Об этом и не только говорили с арбитражными судьями республики. Они подвели итоги года и обозначили новые тенденции в делах. О них Зарина Ахметова. Спишем задолженность, проведем процедуру банкротства. Такими объявлениями буквально пестрит интернет, и это неспроста. Количество заявлений о банкротстве каждый год в суд поступает все больше. Причем 2/3 занимают именно дела о несостоятельности граждан. Об этом сегодня рассказали на итоговой коллегии арбитражного суда. За год им поступило более 36 тысяч исковых заявлений. Из них 3,5 тысячи касаются невозможности вернуть долг. По сравнению с прошлым годом количество таких дел возросло сразу на 62%. Такая же тенденция и в других регионах. За 4 года в арбитражном суде Республики Татарстан доведено до логического конца завершения процедуры реализации имущества банкротства 2393 граждан. При этом вознаграждение, которое полагается арбитражным управляющим, настолько мало, что они просто отказываются от участия в деле. В результате возникают серые схемы оплаты за услуги. В ситуации, когда при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено недобросовестное поведение должника, суд в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве вправе в определении о завершении реализации имущества должника указать на неприменение правил об освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств. На проблему роста дел о несостоятельности граждан и организации обратил внимание и Рустам Минниханов. Он отметил, в таких случаях необходимо учитывать интересы обеих сторон – и должников, и кредиторов. В первую очередь это касается своевременной выплаты заработной платы. В условиях, когда все усилия направлены на повышение качества жизни и борьбу с бедностью, сокращение доходов населения недопустимо. В числе важных задач, которые стоят перед республикой, находится восстановление прав обманутых дольщиков, отметил президент. Для этого органы власти принимают все возможные меры. Актуальным остается вопрос взыскания штрафов и налогов. Не все организации добросовестно исполняют свои обязательства. Рустам Минниханов отметил, важная роль здесь также отводится судам. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов и директор узбекского завода резинотехнических изделий Гулумжон Ибрагимов. Производство расположено в свободной экономической зоне Ангрен. Рустам Минниханов сегодня встретился с депутатами Государственной Думы Татарстана. Говорили о привлечении средств из федерального бюджета в экономику республики, а также участии Татарстана в федеральных программах, продвижении законодательных инициатив на федеральном уровне. Фарид Мухаммедшин рассказал о работе депутатов с обращениями граждан. По его словам, не все ответственно относятся к вопросам избирателей. Рустам Минниханов попросил обеспечить максимальное включение региональных инициатив и мероприятий, федеральные проекты и их финансирование. Работа в рамках национальных проектов дает нам большие возможности привлечения республику программ, проектов, работа с компанией доноров, в части аварийщиков, в части дольщиков, в части комплексной застройки. Все эти работы требуют системного подхода и системной работы. Депутаты фракции КПРФ в парламенте встретились сегодня с коллегами из районов. На совещание в Госсовет приехали порядка 100 муниципальных депутатов. Участие принял и представитель КПРФ в Госдуме России. Говорили об итогах работы в 2019-м, подготовке к муниципальным выборам и обсудили новые подходы в работе с населением. Мы их собрали для того, чтобы обменяться опытом, как они поработали в течение того времени, когда они были избраны. Обсудили проблемы, какие сегодня есть, наметили задачи, которые должны быть на будущем муниципальном выборе. Мамы из сел Татарстана получат дополнительную поддержку. Теперь проживающим в деревнях женщинам выплатят 100 тысяч рублей при рождении не только третьего, но и последующих детей. Постановление подписал премьер Алексей Песошин. Единовременную выплату получат мамы, которые живут в сельской местности не менее 3 лет. Отметим, что сельским женщинам младше 25 лет до этого платили 50 тысяч рублей за рождение первенца. Такие меры вводятся в рамках национального проекта «Демография». В данном случае решение президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова коррегируется вот с теми посылами, которые заложены в наших национальных проектах «Демография», национальном проекте «Здоровье» и направлены на увеличение численности населения.
Татарстане растет численность лосей, моралов и косуль. Для этого в республике есть все необходимые условия. Впредь сохранять фауну должны и в особо охраняемых зонах. В 2019-м был создан заказник «Волжские просторы». Проект еще 5 зон на подходе. О защите природы говорили сегодня коллеги Госкомитета по биоресурсам. Больше похож на детскую игрушку, но очень хорошо ловит щуку. Они знают, как приманить рыбу и самих рыболовов. Сюда съехались все любители природы. Казанские рыболовы – это единственные рыболовы, которые всегда на любую приманку подсаживают тюльку. Это такая маленькая рыбка, любой кусочек рыбки, и их никак не переубедить, что этого делать не нужно. Гроза всех пернатых в округе – хищник-сокол, но вид на грани вымирания. Популяцию надо увеличить. Есть специальные питомники, которые разводят и выпускают каждый год в природу. Именно по дичоразведению сейчас Татарстан занимает первое место в Поволжье, опережая аж 2 раза находящуюся на 2-м месте Мордовию. Так, в прошлом году в республике увеличилось количество моралов и пятнистых оленей. Становится больше и косуль, рассказал Федор Батьков. Он отметил, цены вида животных размножаются, при этом охотничьи хозяйства начали мало уделять внимания барсуку, зайцу, русаку, тетереву и куропаткам. В отдельных хозяйствах наблюдается отрицательная динамика численности всех 4 видов. Напоминаю, что охотхозяйственное отношение обязывает вас, уважаемые охотпользователи, заниматься не только экономически выгодными охотничьими ресурсами, но и поддерживать на надлежащем уровне массовые виды. В 2019-м уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал до 49 метров. Зона с нерестилищами была осушена, поэтому установили 33 километра искусственных нерестилищ. В этом году ждут воспроизводства 16 тонн рыбы. На берегу Волги в прошлом году открыли и новую особо охраняемую зону – Волжские просторы. Там еще есть вопросы. Проведение инвентаризации жилых, дачных, садовых домов. Также обязательно рабочую систему сбора, вывоза твердых коммунальных отходов. Единственное, надо порядок в этой сфере наводить. Еще одна задача на этот год – развивать экологический туризм по особо охраняемым зонам. Вероника Гайнутдинова, Алмаз Зиядинов, ТНВ, Казань. За 3 миллиона рублей сабинский фермер возродил овцеводство в маленькой деревне Юлтап. По региональной программе «Агростартап» пенсионер Хашим Абдулин смог получить не только финансовую поддержку, но и помощь юристов и бухгалтеров. Все в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Новыми планами агрария поинтересовалась Наталья Мезина. Так начинается каждое утро фермера Хашима Абдулина. После выхода на пенсию он взялся за возрождение в родной деревне овцеводства. Делом когда-то занимались его родители. Решил и пошел за агростартапом. Собрали, и Министерство сельского хозяйства, там была комиссия, перед ними выступал вот так же, для чего строил я. И получилось, организовал вот такую фирму за счет гранта от Агростата. На эти деньги купил 70 овец, технику, корм и отремонтировал старый ангар. За полгода плюс 80 овец. Рождаются они черными бывают. А вот взрослеют, вот серыми становятся, а голова черная так остается. Основную надежду сабинский фермер возлагает на разведение романовской породы. Сейчас этому барашку всего пару месяцев, но уже через год он станет взрослым бараном, его вес станет 90 килограмм. Грант до 4 миллионов рублей по программе «Агростартап» может получить любой начинающий фермер. На них можно купить земельный участок, саженцы или животных, приобрести технику, отремонтировать ферму или построить дорогу к ней. Важное условие – у фермера должна быть деревенская прописка и первоначальный капитал 10% от суммы гранта. В нашем Сабинском районе насчитывается примерно 40 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются животноводством. В 2019 году по программе «Стартап» 5 фермеров получили гранты на общую сумму 15 миллионов рублей. В 2020 году более 30 человек уже подали заявку на участие в данной программе. На реализацию сельхозбизнеса 5 лет. Для всех участников бесплатные консультации юристов и бухгалтеров, а в ответ регулярные отчеты о расходах. В прошлом году в Татарстане этой мерой поддержки воспользовались 103 фермера. Наталья Мезина, Марат Зайдуллин, ТНВ, Сабинский район. Около 130 единиц нового медоборудования поступило в детские больницы Татарстана в прошлом году. На это было направлено почти 300 миллионов рублей. Модернизировать больницы и поликлиники республики – одна из задач, которую ставило Министерство здравоохранения населения. Напомним, пилотный проект публичных задач республика запустила первой в стране. В числе приоритетов – качество услуг, выявление рака на ранних стадиях, сокращение младенческой смертности и другие. В течение 3-го квартала все пункты тех, которые определено население, не выполнены. Некоторые даже
перевыполнены. Естественно, все вопросы, проблемы, они не могут решены за 1 год в рамках одного пилотного проекта, но положительные тенденции, которые мы определили и которые просили наше население, они явно видны. В ситуации тотального контроля врачи боятся работать. В прошлом году против медиков возбуждено более 2000 уголовных дел. Читайте интервью с депутатом Госдумы Татарстана Борисом Менделевичем о страховании профессиональной ответственности медработников в интернет-газете «Реальное время». Современные библиотеки – модельные библиотеки. Сегодня в Татарстан приехали директора книгохранилищ из Чувашии. Соседи как раз изучают, как из сельских сделать суперсовременные читальни. Первые 2 в нашей республике появились в рамках национального проекта «Культура». Они сами делали, наверное. Конечно. Белобезводнинская библиотека когда-то неприметная, теперь современное информационно-культурное пространство. Перенять опыт создания модельных центров сегодня приехало 50 гостей из Чувашии. В соседней республике в этом году такие только появятся. Нужен ремонт. С момента открытия модельных библиотек прошло уже более 20 лет, можно сказать. Дизайн устарел. Новое время требует новых изменений. До неузнаваемости библиотека изменилась в конце прошлого года. Федеральный бюджет по национальному проекту «Культура» выделил 5 миллионов. На них полностью поменяли интерьер, купили технику и обновили фонд. Больше это не скучная библиотека в серых тонах, она превратилась в настоящую творческую мастерскую. Например, здесь заработала детская школа телевидения. Ребят, привет, чем занимаетесь? Сейчас мы монтируем республиканский конкурс художественной самодеятельности. А еще зона для саморазвития и игровая для самых маленьких. С детьми бываем здесь часто, потому что дочка у меня ходит в танцевальный кружок, учится в 1 классе, надо много читать. Это такой многофункциональный центр. Вы вышли за рамки библиотеки. Мы здесь сегодня не просто приходим и читаем книги, мы получаем образование, получаем информацию из разных источников. Помимо книги, это и интернет-ресурсы в свободном доступе. В этом году модернизация по национальному проекту ждет 3 библиотеки Татарстана. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район. Первый мастер исторической живописи. Сегодня в Казани Феринат Халиков провел мастер-класс для школьников и студентов. Художник рассказал, как он создает свои полотна, которые представлены в Эрмитаже, Русском музее и Третьяковке. В чем секрет мастера, знает Наталья Мезина. Здесь отображен один из трагических моментов казанской истории. Свои картины Феринат Халиков не рисует, а словно реконструирует из прошлого. Первый мастер исторической живописи, он сумел изобразить то, что дошло до нас только в легендах. Сегодня своим мастерством делится с юным поколением. Чтобы они немножко разбирались, по какому пути идти. Или по линии накопления знаний души или накопление финансовое. Более 500 исторических полотен, портреты, пейзажи. Увидеть их можно в Эрмитаже и Русском музее Петербурга, в Большой российской энциклопедии, атласе Татарстана и даже на фасаде и интерьере Московской соборной мечети. Мастер создает шедевры иногда за полгода, а иногда и за 30 минут. Как такое возможно? Талант тут изнутри. А материал? Как со старыми друзьями, сегодня он говорит с детьми о жизни, раскрывает секреты и учит, как за 8 минут создать шедевр. Прямо на наших глазах происходит передача мастерства и творчества. Дети из художественных школ и студенты рисуют портрет художника. Самого лучшего мастер определит сам и подарит по итогам почетную грамоту и вот такую книгу. Первое место получает Шадрина Д. Пожалуйста, просим. Огромные шедевры. Это сколько надо было учиться, стараться. Я смотрю и удивляюсь, как можно так реалистично рисовать. У него так много стилей. Высшая оценка 10 из 10. Халиков стал первым мастером исторической живописи в стране. Работа с академиками Академии наук Татарстана, с документальной базой архива Татарстана. В планах художника глобальный проект. Реалистичная диорама Казани 16 века. Наталья Мезина, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Не совсем обычный эфир ток-шоу «Наша республика. Наше дело». В студии сегодня сами победители, ветераны Великой Отечественной, суворовцы и кадеты. Все это сегодня на нашем канале в 22:10. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Невнимание и халатность, особенно во время отопительного сезона, может стать причиной серьезных взрывов, связанных с бытовым газом.
Этого можно избежать, если вовремя проверить газовые приборы и оборудование, а также вентиляционную тягу. Если обнаружены неисправности или вы почувствовали запах газа, то обратитесь в экстренные службы по телефонам 04 104 112. Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Акция «На посуду мечта». Купи посуду на 1500 рублей и получи блинницу всего за 199 рублей. Все начинается с мечты. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар, сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыйкова концертлар залы. Рәхим итегез. О погоде в ближайшие несколько минут. В студии София Егорова. Здравствуйте. В начале выпуска полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, в Бугульме и Бавлах будет тепло и сыро. Ожидается дождей в Ознакаево. Днем до +3. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пасмурно и дождливо. Днем 3-4 градуса выше 0. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше облачно. Ожидается мокрый снег с дождем. +3-4 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно и сыро. +3. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачно. Пройдут осадки в виде дождя. +2-4 градуса. Пасмурная и дождливая погода ожидается и в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше до +3. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. Столица республики пасмурно. Ожидаются осадки в виде дождя. В дневные часы около 3 тепла. Ветер южный, сильный, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В магнитном поле Земли спокойно. На дорогах гололедица. На этом наш выпуск завершен. До свидания.